Тут много кое-что сказать, но это надо, как говорил Высоцкий, ящик водки всю ночь сидеть. Так, разговорами за жизнь в Нижнекамске коротают время на остановках. За час, пока мы ждали своего автобуса, пенсионер Александр Валерьевич, с которым мы вряд ли еще когда-нибудь встретимся, открывал нам, неискушенным свободным слушателям, глаза на мир. И чем дольше протекало время, тем сильнее крепла наша убежденность в его правоте. На работу, чтобы приехать, я понимаю, на химии, на шины, там, на крупные предприятия, если там рабочих не привезут, она встанет. Налоги в город не пойдут, здесь большой скандал. От нас чего? От пенсионеров тем более. Какой от нас толк-то? Целый час стоим. Целый час уже? Но у меня сестра инвалид в одном конце города, я в другом. Мы постоянно надо ездить, и я вот всегда езжу, только такси вызываю. 1:20 люди стоят, ждут автобуса. Кошмар, а не город. Ну это же безобразие. Ну что это? Вот живу я на Сюмбике, там вообще... Там единственная вот эта пятерка и 55, 59. Невозможно. Общественный транспорт в городе давно уже не реальность, а миф. Видят его горожане настолько редко, что складывается такое впечатление, что он больше порожден фантазией местного руководства. 18 автобусов курсируют в городе с населением в 250 000. 18, не больше и не меньше. Ситуация дошла до критической точки. Интервал ожидания машин – час, а то и полтора. В такой сложной эпидемиологической ситуации в часы пик набитые до отказа маршрутки становятся потенциальной угрозой на колесах. Ужас. Все мы понимаем, что общественный транспорт в карантин – это зона особого риска, потому от всех пассажиров требует соблюдение всех мер санитарной безопасности. То есть это маска и дистанция. Но что делать, когда автобусы ходят нечасто и набиваются, как сельди в бочке? Вот как и сейчас. Ой, мужчина, не дышите, пожалуйста, на меня. Вечером после 6 вообще с работы не добраться. Битком. Кто в ответе за эту, по большому счету, беспечность и безответственность? Вот самый крупный муниципальный перевозчик. Предприятие со своим богатым прошлым и печальным настоящим. Этот бизнес, как оказалось, в Нижнекамске давно уже дышит на ладан. Так не должны работать. Но нас довели до такого состояния, что мы работаем в этом режиме, потому что в режиме ожидания транспортной реформы мы живем уже 2 года. По словам генерального директора, ПТП испытывает массу проблем не первый год. Нет денег на обновление парка, на модернизацию и ремонт подвижного состава. Водители и кондукторы первыми бегут с тонущего корабля. Низкая зарплата, тяжелый график, да еще и пассажиры, которые встречают их руганью и бранью каждый битый час. Мы возим по городу 22 рубля и 18 рублей нам доплачивают за социальный проездной билет. Этого недостаточно? Естественно, недостаточно. Это же политика комитета по тарифам, который нам считает уже 10 лет все наши затраты по фактическим расходам. Если сегодня зарплата 35 тысяч, 34 тысячи, то на следующий год она индексируется 3-4%. Но у нас все растет, а дальше для развития, для обновления парка там ничего не остается. Это вопрос перегрет. Мы имеем огромное количество обращений. В городской администрации уверяют, что готовы погасить эту точку общественного кипения. Как утверждает, есть экономически обоснованный прорывной проект. Новой транспортной реформы, которую, к слову, готовили 2 года. Не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой, в то время как жители и в жару, и мороз крепли духом в ожидании чуда. И вот оно, как будто уже сошло с небес. Нижнекамск – это город с необычной для Татарстана транспортной системой. Визуально его можно поделить на 2 части. Вот автобусы, которых, как мы уже сказали, всего 18 единиц, обслуживают сам город. Свыше 300 новых комфортабельных автобусов занимаются перевозкой работников 4 крупных нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Это 4 отдельные транспортные компании, которые к муниципальным перевозкам не имеют никакого отношения. Их хлеб исключительно вахта. Привез утром на работу, увез вечером домой. Согласно новой транспортной модели, городские и вахтовые перевозки можно было бы объединить. Условно говоря, автобус выходит в рейс, доезжает до завода, возвращается в город и курсирует по городским маршрутам.
были вахты, был стандарт. Сейчас немножко система меняется. Но по нашему мнению, и не только мнению, и по мнению НИПИД и РТИ, это приведет в том числе и к улучшению качества предоставляемых услуг. Но и самое главное, мы же решаем вопрос в том числе и городских перевозок. Это же наши люди, которые работают на промке. Это те же жители Нижнекамска и нашего района. По словам первого заместителя руководителя исполкома Радмира Беляева, ежегодно промышленные предприятия тратят свыше 600 миллионов рублей на перевозку своих работников. При новой системе автотранспортники-вахтовики в накладе не останутся, если возьмут в оборот еще и муниципальные рейсы. Предприятия, как и сейчас, будут оплачивать проездные билеты для своих сотрудников, а это те же 600 миллионов на 30 тысяч работников. Не менее 150 миллионов рублей – это будет уже дополнительный доход, собранный на городских пассажирских перевозках. В итоге в кубышке почти 750 миллионов рублей. Но желающих сорвать этот куш на горизонте пока не видно. А это интересно, вот тем, кто ездит на промзону. У них же работа отвез, привез, отвез, привез. Конкретных аргументов на сегодняшний день, чтобы отказаться от реализации данного проекта, кроме того, что нам так удобнее, их на сегодняшний день нет. На бумаге казалось все идеально и просто. Однако дальше разговоров этот проект пока не продвинулся ни на милю. Хотя местные власти обещали, что к середине этого года глобальные преобразования маршрутов, автопарка и тарифной политики будут завершены. Сейчас же администрация города вновь уверяет, что многообещающая реформа находится опять же на низком старте, на стадии убеждений в прибыльности проекта будущих участников больших гонок, которые пока тянут резину. Мы готовы выполнить все на высшем уровне, если экономическая составляющая будет правильно сформирована. Единственный муниципальный перевозчик, тот, который до сих пор на себе тянул эту ношу, несмотря ни на что, которого город с крупными предприятиями так и не смог поднять на ноги за все прошедшие годы, похоже, что вообще сойдет с дистанции. На коллегии Минтранса в январе мэр города Айдар Медшин заявлял, что 100% автобусов в Нижнекамске изношены. Вопрос, почему и кто довел до такого состояния автопарк одного из крупнейших городов республики? Почему строить замки начинают уже на развалинах, хотя бить тревогу необходимо было гораздо раньше? Например, город Белгород, 450 тысяч населения. Там труб заводов, как у нас, дымящих нету. 600 автобусов закупили уже. И проводит транспортную реформу. В бюджете заложено 1,5 миллиарда рублей на эту деятельность на год. Люди находят возможности. Новый проект выглядит скорее журавлем в небе, чем синицей в руках. Призрачная гонка без участников, на которой администрация уже сделала большие ставки. С каждым годом же все хуже и хуже. Сейчас еще тепло, а сейчас наступит холода. Дети ездят в разные школы, в секции. Как им добираться, детям? Они ничего не хотят контролировать, ни на что не хотят обращать внимание. Выживайте, как хотите. Вот мы и выживаем. Пока администрация и транспортники ведут диалог, затянувшийся ни много ни мало, а на 2 года, сами жители пребывают в ожидании перемен. Только в лучшую ли сторону? Зима-то уже катит в глаза. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней.